Прошу всех встать. Оглашается резолютивная часть решения Конституционного суда. Именем Кыргызской Республики резолютивная часть по делу о проверке конституционности подпунктов А, Б, пункта 1, части 1, части 2 статьи 146 Налогового кодекса Кыргызской Республики в связи с обращением Алмазбекова Тилека Алмазбековича, Куатбекова Кутмана Бахтыбековича. 2 октября 2024 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Скунбаева, судей Айдарбековой, Бубукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Джумабаева, Касмалеева, Кадырбаева, Шаршиналиева, пресс-секретаря Мамыталы Кызы Камила с участием обращающейся стороны Алмазбекова Тилека Алмазбековича, стороны ответчика Сранова Самата Кыштобековича, постоянного представителя Джордж Кенеша в Конституционном суде Кыргызской Республики, третьих лиц Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента и кабинета министров в Конституционном суде, Бабаевой Наргизы Маратовны, представителя Министерства юстиции по доверенности, Алиева Бекбулота Абдыганыевича, Джурсумбекова Саламата Джурсумбековича, Алмамбетова Азата Аязбековича, представителя Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики по доверенности, Аттокурова Мэса Шерикбаевича, Джураева Мерим Шайлобековны, Тайлакова Эмира Балтабаевича, Мамбеталиева Айсулу Замировна, представитель Национального банка Кыргызской Республики по доверенности, руководствуясь частями 1 и 2 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности подпунктов А, Б, пункта 1, части 1, части 2 статьи 146 Налогового кодекса Кыргызской Республики. Поводом и основанием к рассмотрению дела явилось обращение Алмазбекова, Куатбекова и обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции оспариваемые нормативные положения. Заслушав информацию судьи докладчика Дюшеева, проводившего подготовку дела к рассмотрению и исследовав материалы дела, выслушав мнение сторон, пояснения третьих лиц, руководствуясь пунктом 2 части 2, части 4 статьи 97 Конституции, статьями 48, 49, 52 и 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд Кыргызской Республики решил признать подпункты А, Б, пункта 1, части 1, часть 2 статьи 146 Налогового кодекса Кыргызской Республики не противоречащими частям 4, 5 статьи 29, части 2 статьи 63 Конституции Кыргызской Республики. Решение окончательное обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда Кыргызской Республики и в Вестнике Конституционного суда. Основные выводы, к которым пришел Конституционный суд при рассмотрении данного дела, дадим некоторые пояснения. Государственная налоговая служба при Министерстве финансов, исходя из возложенных на него задач и функций, сам является одним из уполномоченных органов, на которые возлагается хранение информации персонального характера, соответственно, и ответственного за разглашение такой информации. Ввиду этого предоставление, а также получение информации этим органам не может рассматриваться как нарушение режима конфиденциальности персональных данных. Второе. Банковская тайна является средством защиты добросовестных лиц. Система предоставления ГНС сведения о платежах от банковских учреждений и операторов платежных систем в режиме реального времени предназначена для выявления сомнительных денежных операций с точки зрения соблюдения налогового законодательства. Лица, денежные операции которых вызывают подозрение в нарушении налогового законодательства, не могут рассчитывать на защиту правовых механизмов банковской тайны от уполномоченных государственных органов. Соответственно, такая система не нарушает принципов банковской тайны. Это основные выводы, на основе которых Конституционный суд пришел к такой резолютивной части. Всем понятно решение? Вопросы есть? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.